Сәлем бітіргені қадірлі достар. Сегодня новый день, новые идеи. Что бы сегодня такое натворить? Охота что-нибудь такое интересное снять. У меня постоянно что-нибудь охота. Что-нибудь интересное снять. Я прям охотник за контентом. Вот знаете, я всегда вот ищу интересный контент. Прям в азарт вхожу, когда нахожу интересный контент. Блин, думаю, вау, вот это круто будет снять. Был Альфияның Ишимбайдан пустыныстар киген. Походила ишимбайский трикотаж. Сейчас будем делать обзорчик на подарки. Это, короче, трусы. Альберт, и Альфия ишимбайские трусы киген. Кидали бы я, кстати-то. Вот. Очень хорошие ишимбайские трусики. Специально для Альберта. Не Кварки пхара. Потом принесла мне майка женская. Это мне влезет, Микена, интересно. Альфия, блин, ты чего мне такую маленькую майку принесла? Это мне точно не влезет же. Офигеть. Азальяга, наверное. Это же Азальяга, я забыла. И мне какое-то ишимбайское платье, походу, дело. Такой вот кульмек. Реклама ишимбайского трикотажа. О, качество хорошее, блин. Вообще хорошее. Қарадай. Ишимбайлар хәзер һәйбәттәге башлаганнар. Элегаларның әйберләре кайһылардан алһаң, нитәле гайны. Хулып, халбырап төшелә гайны. Так, у нас на завтрак будут пельмешки, дорогие друзья. Без спешки. У меня куриный бульон остался. Я, короче, решила туда закинуть пельмени от риналевской мамы. Алиса, почему моргает светодиодная лента? Блин, почему? Ну что? Почему моргает светодиодная лента, блин? Электрики не баша. Короче, достав, много лента тарайни ведь инде светодиодная, много. Шел, короче, моргать и ты хунде. И Альберт решил спросить у Алисы, в чем же дело, почему она моргает и выключилась. Это, короче, пирога. Одурманивание, опьянение какое-нибудь не будет. Ну, будем надеяться, что нет. Большой под язык, бляха-муха. Как раз в детстве сестра моя. Иди, говорит, шоколадные дрожжи собирай. Меня отправляла Сара, я там собирала. Мы не привыкли такие большие сосать. АК-47. Видите, как Дамир Ильич похорошел? Как поженился? Как женился на своей любимой Маше. А я не Маша сейчас. Я все Вахитова. Может не открывать тайну. В смысле, не поняла? Все, я же была отец. А сейчас Вахитова. Дамир Ильич на мне наконец-то женился. В смысле, у вас давно же свадьба была? Я не поняла, Свадьба была, а росписи-то не было. Мы 1,5 года жили. Дамир Ильич сначала себе все купил, машину, дом купил, все на себя оформил. Говорит, ну все, Маш, пошли жениться. Вот вам и Дамир Ильич. Смотри-ка, какой ушлый Дамир Ильич. Не дурак, он, блин. Мы же как в деревне, ауылда кірек. Башта толю үткерді, бастасын да сельсоветі да. Ребятам тоже, когда Азальке было 3 года, только поженились. Вот. Официально. Теперь Марьям Митхатовна. Марьям. Ты что, имя Марьям взяла, что ли? Да? Все, теперь Маша не Маша Дустар, а Марьям. С вами новая передача башкирской домохозяйки «Давай пожениться идеи». Сегодня мы решим демографическую проблему Республики Башкортостан прямо в деревенском клубе. Короче говоря, сегодня будет трэш-трэшевский. Готовься! Соведущие номер 1 Гуля Таролог. И нумеролог, астролог, картролог, Эндокринолог. Гинеколог, доктор. Она может предсказать даже дождь, понимаете? Ну, 50 на 50, доктор. И с нами профессиональная сваха Гульнаска. Она закончила институт семьи по специальности домашнее насилие. Доброго вечера, дня или настроения. Сегодня будем жениться. Вот я эту свадьбу вообще люблю. Ой, горько, горько. Горько! Подождите, жениха же еще нету, и невест нету. Не женили вообще никого, горько, блин. Гульнаска, ну и сваха из тебя.
встречаем нашего жениха Илюшку. Like a boss. Oh yes, I keep the bank rolling. Like a boss. Sipping lean, big pay. Илья Дементьев, 25 лет, владелец роскошного Мерседеса и бывшей жены. Последняя девушка изменила и бросила, верит в любовь с первого взгляда, но из-за плохого зрения приходится всех щупать. После прошлой свадьбы костюм даже вот почистил тоже, сделал так. прошлой свадьбы? Ну да, Что, женат был, получается? что ли? получается так. У нас-то жених, оказывается, доктор бэушный. Ну ладно, все равно. Это наоборот, знак качества. Значит, знак качества того, что некачественный. У вас тут уютненько, если честно. Прям. Очень уютно. Локтем поаккуратнее, потому что без электричества. Да, если ты будешь тут неаккуратным, мы можем без электричества остаться, между прочим. Главное, чтобы током не ударило. Илья приехал не один, он привез свою команду. Можно вам вручить? Ох ты, спасибо большое. Искусственные цветы нам ваши. Я что, умерла, что ли? Я не поняла. Ни в чем себе не отказывай. Я вот здесь мимо приезжал, у дороги стояли вокнутые. Я подумал, блин, как повезло, даже заезжать не надо. Я знаю, почему он издевается, доктор, потом я вам расскажу. Чистый козерог. Да, типичный козерог, да. Ну, потом это все разберем. Сейчас я познакомлю. В общем, это мой младший родной брат Влад. Это моя мама, настоящая Лейсан. Это мой лучший друг, качок, левой рукой только здоровается, Дамир. Илья, почему Илья? Такое русское имя, славянская внешность. И каким боком брат Влад? Не похоже. Не похоже? Надо у мамы спросить. Получается, отец разный или как? Нет. Или мама разная? Мама разная. Получается, у вас муж русский, да? Да, муж русский. Ага, а вы? Илья у нас получился русским, Ага. а Влад получился Ну, более. Ага, получается, русский татарин, да? Получается так, да? Ну, чтобы удобнее было, мы Илью Ильясом будем называть. Нам, в принципе, ничего не понравится. Да. Одну букву добавили и все. И сейчас у меня сюрприз для моей будущей невесты. Так, ну я вроде готов. Сейчас слезы пойдут уже. Жить одним тобой, одним тобой. Встречать рассветы, слышать, как проснешься не со мной. И не сломай боль ночных дорог. Оставить больше нету ничего. Он еще не только разведен, он встречался с моей старшей дочерью Аделиной. Прикиньте, приехал к нам знакомиться специально. Меня беляш, бешердем еще ашаттым беляш. Лучший беляш в моей жизни был. Беляш. Еще и мой беляш оскорбил, беляшом обозвал. Понимаете, доктор? И пришел знакомиться с отцом дочери. Меня знакомиться пришел, да? И потом кинул ее, поматросил и бросил. Она же меня бросила. Ну, я вот считаю, что жених у нас сегодня не очень. Да, я тоже так считаю, тоже так считаю. Но сейчас мы узнаем у таролога Гули мнение, она разложит нам карту, сначала его гороскоп расскажет. Да, даже если он такой скряга в семье, он богатый, все богатство в семье вот есть. Кто будет как крыса домой тащить? Вот как крыса правильно сказано, наверное. Да. Как крыса будет домой все тащить. А кто ему по гороскопу больше подходит? Теперь мы это хотим. Ему вообще подходит девушка не с этой страны, вообще не с этого государства. Понимаете, вот я смотрю на Не его... с этой планеты Не еще с этой скажи. планеты. А под иноземной красотой подразумевается, чтобы на крысу, как он, не была похожа. Понятно? Истину сказал. Да, молодец, Гульнаска. Почему же Илья в 25 лет уже развелся со своей первой женой? Почему же он Аделину поматросил и бросил? Почему же с третьей девушкой она ему изменила? Почему же у него на самом деле не получается отношения? В чем проблема? Может, это проблема-то в Илюшке? Нет, проблема в интернете. Раньше-то мы были Ага. Родители нас посадили, сказали, все, вот муж, вот жена. А сейчас они хотят сначала попробовать, пожить. Ну вот какая проблема была, вот давайте честно, вот какая проблема была Да, с первым браком что за проблема? Я знаю. Че? Расчет. Он очень сложный по характеру, и он сам Мужик озерный. по расчету ищет ведь женщину А, себе. Вот он его расчёты. проблема, конечно. Ага, получается, он по расчету женился на Конечно. первой девушке, да? Мама, мне кажется, Илья очень слишком близок к своей маме, и она его держит под своим крылом, под каблуком. И мне кажется, у них с Розалиной не получилось, потому что тут мама такая, она бисян шулай, она бисян тыгалей,
Я думаю, так, да? Скорее всего, был, наверное. Было, да? Я же сказала. Они создали семью блогерскую для того, чтобы делать бизнес, делать деньги. Они Делать готовы бабки, были делать детям. бабки, да. Нужны вот. были дети. Вот, Дутар, мы теперь раскрыли первую причину развода Илюшки. Это была семья создана по расчету, как Гуля сказала, она правильно сказала, блогерская семья, чтобы делать бизнес, делать бабки. А что скажет карты, почему с Аделиной не пошло у них? С моей дочерью. Привыкли к тому, что они сами по себе. Понимаешь? То есть они не созданы были для того, чтобы создать пару. Мне надо какую-то выгоду получить. И считаю, Опять-таки расчет. Выгода, расчет. она по характеру очень сильная тоже такая. Она вот эта вот не кроткая маленькая девочка, которая будет лялечку там воспитывать. Я Она тоже, вот у поняла. нее есть вот Суета. куда-то расти, она еще хочет больше. У нее другие цели. Илюшка и мама хотят кроткую, добренькую, скромную девочку. Я правильно поняла, да? Илюшка, какую женщину ты вообще ищешь? Обычную, классную, порядочную, которая уважает, любит своих родителей, как бы адекватно к ним относится, которые не нужны просто вот это вот дай, короче, бабки, дай, внимание там и так далее. Спустился с этих верхов, где, знаете, 90-60-90, то, чтобы было, это было. Можно просто адекватную, пожалуйста, вот это. Я уже там был, там нечего ловить. Получается, Розалина с Аделиной были неадекватные, что ли? Они были адекватные, там просто свои вопросы у нас друг к другу были, поэтому я приехал в деревню, к вам сюда, искать ту самую вот эту вот. Ему нужна тоже, чтобы такая же блогерша была, чтобы поддерживала его, не знаю, чтобы когда он уставал работать, она его дальше мотивировала. Да. Я считаю, женщина должна быть сильной. В первую очередь сильной. Встречаем нашу первую невесту, претендентку на сердце Мерседес и на его денежки. Альфе 35 лет, мастер депиляции. Любимая фраза: «Завтра выйду на пробежку». Очень опытная и мудрая, настолько, что все это не поместилось в голове и распределилось по телу. Я, конечно, не пожар, но сейчас огонь сегодня сделаю. Подождите, Гульнаска, он же ее не выбрал еще. Меня зовут Альфия, я женщина-огонь. У меня 2 высших образования. Я думала, она скажет, у меня 2 груди большие. 2 высших образования, 2 больших глаза, все в порядке. 35 лет, я милфа. Здорово. Очень люблю молодых мальчиков. Вот. А чем занимаетесь, Альфия? Я занимаюсь депиляцией. Депиляцией? Да, обещаю, что мой мужчина будет всегда Депилированный. Да, и гладенький такой. Гладенький. Илья, видишь? Работа твоя есть, чем женщина! У тебя никогда юнтер не будет. Понимаешь, всегда будешь лысенький, гладенький. Шалтырап кукайдармен антиговистыгы. Ялтыр-молтыр болып йөрі. Химия какая-то есть. глазах ее. Да, мало того, что Нырнул и не тонул в глазах. Мы же еще видим, что вот мальчик у нас еще мальчик, он такой вот Да, нежный, ему титьку мягкий. подавай. Титьку подавай. А у Альфии тут титьку, да, две. 2 Так что- большие титички. Да. А кто у нас Альфия по гороскопу? Рак. Рак. И это обозначает не только мой гороскоп, я очень еще и люблю. В смысле, рак? Если Илья вырастет в этих отношениях и не будет сосать сиську, как вы говорите, Вдвоем могут создать продолжение, могут. Ага. Но, как вы правильно заметили, ему надо сначала перерасти свою маму. Отцепиться от мамы. Вот слушай, так нравится, как мама улыбается в этот момент всегда. Это моих рук дело, да! Вы знали, что я маму с работы уволил и маме зарплату плачу ежемесячно? В апреле будет год. Это он ведет себя как муж. Как муж, да. Как муж. А мы спрашиваем, мы вот просили Илья выпендриваться сейчас? Да. Другим вопросом разговариваем. Она такая сильная, она как мама его, она может его взять и тягать, Вот. и нести. Да, я считаю, вот действительно, я правильно подобрала невесту. Видите, это его вторая мамочка будет. Услышала, что жених у нас блогер, да? Ага. Ему некогда там детей делать, я так поняла, да? И некогда юниор. Да, некогда. У меня есть готовый. Готовый ребенок! Уже готовый ребенок есть, даже рожать не надо! Лейсан, готовый внук уже есть! Вот лучше кормить не надо уже, у меня сын 11 лет, вот его Тамерлан. Тамерлан. Да. Ага. А папа его кто? Где? Короче, где-то была там на севере, золото копала. Альфия, ты знаешь вообще, кто отец ребенка, знаешь, да? Да нет, что-то я как-то проснулась беременная.
Ну это не надо было говорить при маме. Смотрите реакцию мамы Ильи. Решили поприкалываться? Да, я думал, почему-то посерьезнее будет на самом деле. Илюх, когда я говорил, что нужна сильная женщина, они, конечно, попали. Ну, Попали? извини меня. Это, конечно, Да? пипец, да. Не, ну что-то, как бы, я думал, что-то посерьезнее будет все равно. Ну, как с одной бы. стороны, у нее зубы есть, уже хорошо, волосы. Дамир, спасибо за комментарий. Она сильная, Ты умеешь поддержать. Ну, у тебя будет братик еще один 11 лет. Сразу представляешь, Тамерлан. Хуп и братик. Ну, племянник, 11 лет. Тамерлан или Ись. Вот из 10, если брать, да, то это какая-то вообще минусовая шкала. Смотри, можно, получается, ну, как говорится, можно быть на дне, а можно пробить морское дно и бурить дальше, ближе к центру, вообще, к ядру. Вот мы пока бурим. Ну, сами чай пьют, даже воду не предложили. Что за передача? Поехали, наверное. В смысле поехали? Она к тебе подходит, даже Гуля сказала. И Сваха Гульна сказала, что вы очень подходите. Я немножко должна поменять свое мнение. Вам не подходит Альфия. Вот вдруг Дамир, я видела у вас, он прям глазами съедал ее, если честно. Да? Да, ему прям понравилось. Я думаю, что следующий жених у нас Дамир будет, да? Дамир, что, больше понравилась Альфия? Алло? Ничего не задергалось? Все задергалось вообще, все нервные окончания в голове. Я обратила внимание, особенно глаза. Спасибо, Альфия. Скоро мы узнаем, кого же выберет Илюшка. Спасибо большое. Я не думаю, что он такой молодой. Ну ладно, наверное, неопытный, но мы его научим. Леся. Но она смелая такая. Да, зато уже женщина прожженная, а пожар, огонь уже, огонь и воду прошла. Она как будто бы сгорела уже почти. Знаешь, острый язык это не всегда хорошо. Есть моменты, где хорошо. Да. Вот, и, возможно, это поэтому на тебе женились когда-то. Но иногда нехорошо, поэтому и развелись, скорее всего, понимаешь? Итак, друзья, встречаем нашу вторую невесту. Сейчас мы узнаем, кто же наша вторая невестка. Очень таинственная девушка. Гульфия, 18 лет, не верит в любовь с первого взгляда, потому что потеряла зрение. Ищет богатого мужа, чтобы переехать из деревни в город. Здравствуйте. Это вам цветочки. Приветствую. Хорошая была, хорошая. Илья, вам придется сесть рядом с Гульфией, потому что Гульфия у нас, как вы поняли, плохо видит. Я бы даже уточнила, плохо видит перспективы в вас. Давай сюда. Мне 18 лет. Ага, 18 лет. Вот. Ты же любишь, Илья, молодых? Вот 18-летняя. Я с города учусь на повара-кондитера там. А как вы учитесь, если вы не видите? Я чувствую запахом, чувствую этот. Доброе. Если рататуй, вот так вот у меня тоже так. Вы тоже добрые. Ну, раньше работала, а потом сальто сделала, ключицу сломала, вот. А, у вас проблема со спиной еще, да? Нет, ключицы. А, ключица. И были плеча Ключица, это не спина, что ли? Нет, да. Ага. А я Я чувствую. всегда просто хотела потрогать богатых мужиков. Мы с тобой поменяемся. Правда, получается, вы любите богатых мужчин, поэтому сюда пришли? Ну да. А кто их не любит, да? Ага. А родители не против 18 лет и уже замуж хотите? Нет, конечно, главное, чтобы богатый был. Им помогал с деньгами, вот. Ага. Это сущело уже, у них там они в 17 уже женятся в основном, да? Да? Там же за горами другие законы вообще абсолютно. Да. Горные законы Горные там. законы, да. Так, у нас кто по знаку зодиака? Рыба. Рыба. Сейчас у нас Гуля скажет, подходит ли Козерогу Илюшке рыба Гульфия? У нее тоже отношения непростые с мамой. И поэтому, скорее всего, возникнут сложности. Летал башында утыраңны за горами. А ол қызы хочет вырваться городка и деньжаты, чтобы были. Вот, Надоело с мамой жить. Еще хинти, смотрите, даже пожилым людям обращается, не Гульфия, хинти обращается. Это уже показывает, что она невоспитанная девушка, достар. Ты давай, Гульфия, учалинцев не позорь. Давай обращаться надо на вы. Мы здесь тетушки сидим, мы старейшины нашей деревни.
деревне все к нам обращаются на «вы». Вот мама Ирина уже сразу волосы там у нее дыбом стали, наверное, везде. Начали выпадать. Помимо денег, мерседесов и благ вот этого воспитания поделиться, готов ты своим? Я своим воспитанием готов ли поделиться? Готов ли ты воспитывать ее, воспитывать. вырастить для себя? Готовы ли слушаться? Ну, готовы ли стать белой глиной, чтобы тебя вылепили? Ради денег я на все готова, конечно. А вот знаешь что? А мне кажется, Гульфия очень подходит Илюшке. Он расчетливый, она расчетливая. Два сапога пара. Вот лицемерие, я говорю, вроде зайчик, а сама лисичка. Разъезжайте колоду. Вот. Да, они те же карты вытаскивают Ну, специально. и крапленые карты у тебя, как всегда. Бери мне свой, давай, толкай. Ага. Давай. И, ой, жезлы, вот, видишь? Видишь? 18 лет, а жезл в руках уже вытягивает. Это что значит? Сразу видно было, что она, если вдруг женится на тебе, жезл будет в своих руках держать, понимаешь? Да. Это значит женщина, которая все под свое управление возьмет. Даже твою маму на место поставить. Я самое главное одно помню. Девочку из деревни вывести можно. Деревню из девочки никогда. Вот с этим надо будет бороться, да? И для того, чтобы с этим бороться, в первую очередь, не говори никогда в открытую, что ты за деньгами пришла. Да, это большая ошибка. Надо прикинуться овечкой, Золушкой таковой. Ты думаешь, сказка Золушка, это Золушка-дурочка действительно, что ли? Она типа такая полюбила принца и такая, ах, я бедненькая, ах, ах, ах. Да нифига подобного. Это манипуляция. Это самые хитрые женщины прикидываются Золушками. Вообще, с чем собираешься в жизни зарабатывать, если вот богатая Илюшка на тебе не захочет жениться? Других найду. Я просто себя узнаю, я в молодости такая же была. Я пока за Эльгамыш не вышла, тоже искала кого побогаче. И это в открытую говорила. А потом, как овечка, тихонечко, и все, зарплатные карточки сейчас у меня. Вот так и надо жить, правильно. Кульнаска. Теперь ждем номер, сюрприз от невесты номер 2, Гульфия. Сейчас я буду Сейчас я буду что? готовиться, ну, к жизни совместной, короче. Сейчас принесу. Ничего не понятно, но очень интересно. Это, короче, опять какой-то прикол, потому что, ну что, она 18-летняя сразу говорит, мне нужны бабки. Ну, в смысле? Зато честно. Заметь, про бабки сказала, но... А чё-то ее у тебя? Понимаешь? А мои-то у нее. Ну, это мы исправим. Где-то Васе внешне, может, нравится? Нет. Почему? Ну, это был подлый поступок еще, знаешь, вывести на эмоции с тем, что она как будто слепая. Сначала реально поверила. Какие-то рэперские, гангстерские очки, я думаю, но этого просто... Она не слепая, что ли, в итоге? Нет, Дамир, она не слепая, Дамир, все нормально. Я, короче, вижу то, что дело к свадьбе идет. Сейчас у нас свадьба будет в деревне, так что я покажу, что мы там будем делать, короче. Надо покушать. Слушай, а я сейчас пост держу, у меня пост, мне сейчас нельзя кушать. А это... Еду для бедных, что ли? Нет, это же йогурт для бедных. Это же в общежитии я такое кушал, но сейчас пост идет, сейчас, короче, нельзя кушать, не извини. Ладно, тогда. Сейчас проведем игру, кто будет главный у нас в семье. Давай. Какие-то... Сейчас, короче, орешки надо будет в жопу засчитать. Садишься и считаешь жопу. Так ты посчитала. Кто угадает, тот и главный. Давай наоборот тогда. И как ты жопу считаешь? Ты же рукой... Я уже посчитала. Да? Да. Ну давай, я не знаю, ну сколько, 11. А у тебя? 11. Сейчас проверяем. 8, 9, 10. У тебя? У меня 11. Да, 11. Ты будешь главный? Ну, раз будет главный. Раз на то пошло. Так это же ты бывший дарил. Я же не успел подарить. Купил, а что хочу пропадать? Не нравится? Ну ты дура. Мой юный фанат, когда я снимала клип «Сирень», мой юный фанат Кирейна менің эргеме. И пока бит клип түшіріп біткенсе, достар, бедік эргелеріне. Аскар жызым, да? Аскар мына таған келіп еткен, достар, прикиньте, ешіткен, достар. А ты откуда узнал, что я здесь? В Карамалинском чате. И не баше, в каком карамалинском чате? Что написали там? Опять башкирская домохозяйка приехала. И ваше, блин. Ты себя видел в клипе? Да? И че, как? Очень хорошо. Очень хорошо. А че это за труба у тебя? Это курай. Курай? Это же какая-то труба. Не что ли? Это такой курай бывает, что ли? Это для учеников. Да? Ну-ка, сыграй-ка.
сказала, ты нет? Нет, я на центральной Нет. Нет, говорит, я на центральной живу. Да, он тоже в клипе снимался. Оскарик. Итак, Дулдар, сейчас встречаем нашу невесту. Раиля, 39 лет, черная вдова. Фермер ищет новую жертву. Здравствуй, какая! ДНС, яйца деревенское, молоко деревенское. Кто вы? Представьтесь, пожалуйста. Я фермерша. Фермерша. Это веселый молочник пришел. Ага. У меня 35 голов коровы. О, бай-бисе, бай-бисе. Бай. Ага. 15 atım var. 15 аты, 15 лошадей, говорят. 55 sarımım var. Огромное хозяйство скотины, да, это нужно действительно стальные яйца. Поэтому присмотрите, Илья, у нее свои деньги есть. Илья, ты меня слушаешь, нет? У нее свои... Боюсь. Боюсь? У него даже слюни потекли. Виталий, слюни потекли у него. Почему? Боишься? Вот это не расчетливое дело. Твои деньги не нужны. Она тебе сама денег даст. Она тебе будет обеспечивать, понимаешь? Леся, вот скажите, как вам? Как вам? Как вам, Леся? А? Переживаю уже за нервы. Не переживайте. Не переживайте, конечно. Мне 39 лет. 39 лет. Это Идем на повышение. Да, это самый сочный. Как моей маме почти. Шума, мама, не бойтесь. Возьму полную ответственность на себя. Да. А мне Все будет чики-пуки. Да. Вы подружками можете стать, Леся. Вы подружки, вы одного возраста, понимаете, нет? Не надо на коробку. Ты слышал, что говорит? Она тебя сразу под контроль взяла. Похоронила 3 мужей. И знаете, ауылда Михайловна черная вдова везде вышла. Видите, она поработала. Ага. Она как черная паучиха. Она заставляет работать. Ну, конечно, кем işlemey. Кем эшлемей шул ашамай. Кто не ест, тот Я не ест. Рассказать вам анекдот? Давайте. Это что? Hazır obzardan çıkan bir eteş. По-моему, бодаться будем с ними очень. Vay ulan nişlerge yat dedi. Ortumdan urdak çıkkanda nişo ziyanı yuğanın dedi. А что это вот за парфюм у вас такой? Или это Силас? Это вот что? Не нападай на меня. А что у вас за орден на груди? Трудовой. Даже у Райли есть трудовой орден, доктор. А у вас, вот вы говорите, 3 А мужей это же похоронили. там 60 лет біткен хугушка арналған. Дедушка. Кушыныкын тапмадың, кушыныкын салып кетем. 3 мужа все умерли со скотиной вместе где-то, так? Бірсі батып өлді, бірсіне приступ болды, Второго приступа. бірсі обзарда білмеймін нәрсе болғандыр. Второй что-то вторая. Короче, как ты это думаешь? Ага, со скотиной вместе. А мою смерть как видите? Не будем забегать вперед. Это будет сюрприз от невесты. Кто погадал? Я рак. Тоже рак, кстати, тоже рак, да. Год тигра. Год Мяу. тигра, да. Страшно? Я боюсь, у нее аркан жертвы на канале отношений. Это что значит аркан Это жертвы? значит, что она абьюзер. Абьюзер? Газлайтер, Врет. Газлайтер. Меня только слушайте. Какой-то Я газлайтер. И есть у меня подозрение, что Раиля до сих пор замужем. Ни в коем случае. Это тебе невесту точно не подходит. Но после всего того, что я сказала, я сомневаюсь, что я следующую невесту увижу вообще. Что-то мне тоже страшно. Потому что, есть... Она сейчас мне прямо... Вот, Она меня будет давление уже. Прошу прощения, секундочку. Хочу сказать... Меня уже раздражает этот смех. Вас не раздражает? Раздражает с самого начала. Я уже не могу Илюша, лежать я тебе желаю самого лучшего. Да. Вот веет прямо действительно каким-то... Нет, еще гизлайтом веет. Вот знаете, что Раиля, про вас хочу сказать? Пришла, да. У нас какая Пришла, вот звезда во лбу горит, и все, и всех затмила вот эти свои еще звезды. медаль нацепила. Да, поэтому я, знаете, если честно, я вот от этой энергетики я уже не могу. Да, давай, Раиля, нам поставь лучше номер, и мы посмотрим, и Илья выберет. Все, на этом и закончим. Да. Nahardatim kışlı, sıfır kışkan tüslü, obzarlarga kirip yuvala. Nahabetni izlep, obzarlarga kirsem, sapaylayım bukka uyala. Oh İlya,
Ой, Илья! Ой, Илья! Уж очень интересная героиня тут была, что я аж спотела, понимаете, да? Ну что, Илюх, хочу тебе сказать. Ну, такой жене невестке я вот пасту бы намазал и зуб бы почистил на твоем месте, конечно. Надо... Ну, думала, что, ну ладно, там первую, там, типа, для прикола вывели, бы тоже какой-то цирк устроили. А это уж вообще реально, ну... Нет, я так поняла, что вы же еще, ты сам оплатил вот это все, съемку? Да, больше 200 тысяч. Ну, должны же были хотя бы одну нормальную девочку. Ну, вообще в целом подготовиться, потому что пока это просто какой-то этот... Балаган. Безорганизованный, короче, балаган. Нет, там Не всем собранный. тебе не понравилось, что ли? А? Вот это тоже не понравилось? Не, ну, но это же все цирк. В общих чертах, окей, но по ощущениям, как будто просто там бабок поимели, короче, бабки пильнули и, ну и все, в принципе. Ну, могу сказать так, во-первых, деньги можно вернуть, а во-вторых, волки в цирке не выступают, а только тигры, а ты у нас волк. Понял? Все получилось? Нет, в море не поедем. Это кто? Муж мой, кто? Кто сунинде? Все уже? А зачем ты пришла отсюда? На море охота была, в Сочи поехал. У меня был этот курс брала по блогингу. Все полетело к чертям. Специально именно марафет навела. Болмасын надо. Я куды? А bunu her şeyden прикинь, yine burada ben de şöyle işte. Karaltı, я думаю, что за мужик? Это оказывается муж. Тебе колсам Иля, давай расскажи, как твой муж согласился приехать и в этой авантюре поучаствовать. Он вообще во всем меня поддерживает. Материально тоже. А что, с блога не зарабатывает, что ли, Рамзи? Нет. Пока. Пока не... Вкладываю только я. Вкладываешь? Инвестор? Рейляның инвесторы? Инвестициялар қашан қайтар только. Қайтар. Как Рейля вообще блог идет? Ну, просто нормально. После твоего выступления, наверное, я думаю, очень многие на тебя Дай подпишутся. бог, дай бог. Подписывайтесь, у меня вообще супер-пупер. Офигенно. Ссылка калдырдым, достар. Альфия, как тебе проект? Вообще классно, круто. Эй, врешь, ням большой. Вот то, что мы открыли, он точно попрет. Это женщина-огонь, даже Гуля Тарола, как женщина-огонь. Кстати, Лейсен, на самом деле, она, Альфия, не замужем. И действительно, она женщина-огонь. Так что присмотритесь, Лейсен. Самое главное, чтобы сыну понравился. Ага. Они потому что Куптер Бельмейдер, Лейсен. А вот знаете, Лейсен, вот многие на самом деле не знают, человек подходит или нет. Когда начинают жить, да, тогда только ты понимаешь, что человек подходит. Ты как, родители не против были, что ты сюда пришла? Нормально? Нормально Нет? всё? Я, короче, сперва только сестре сказала. Не хотела говорить родителям, но в итоге сестра уговорила, чтобы я сказала родителям. Ну, молодец. Ну, в итоге сказала, они сказали, ну ладно, иди. Достар, кстати, кто не знает, Наигульфия ведет матершинный блог. Я такая сначала посмотрела, такая думаю, нифига себе, ешкина кадакай, инаңдың ботинкаһылы әлләнемекке, мат-перемат, такая думаю, обалдеть, смелая девчонка. Опять Светунда, что ли? Итак, Дутар, мы продолжаем нашу рубрику «Давай пожениться и так». Сейчас мы будем ждать нашу последнюю невесту. Надеюсь, она понравится Илюшке Ильясу. Мои соведущие, как всегда, Гуля Тарола и Сваха Гульнаска. В смысле, я что-то не поняла, где Гульнаска-то? Ну вы тоже придумали, давай поженимся, деревне. Гуляска корову дать пошла. Вы здесь сидите, херней занимаетесь. Я вам вначале отключил электричество, без электричества начали. Думаю, ладно, часик посидят, электричество вам включил. Так что давайте, 20 минут у вас осталось, я вместо Гуляски здесь сидеть, херней заниматься не буду. Ты что в телефоне-то сидишь-то, а? Здесь люди собрались, из-за тебя электричество сельсоветское гоняют. Короче, вот это все дерульна, и вот это, идите все работать, понятно? Ты тоже давай, сидишь здесь, в телефоне тыкаешься. Не, чтобы нормальную работу найти. Вот это, все, 20 минут я клуб закрываю, понятно? Провалится скоро. Ренат, сними команда. Қарайы. Клубтың иденен, мынауында басқа неме өте. Бұл шалтада мына қара. Даже айырылып сыққан. Ой, Алла, еміріп қоймай-ақ біз бұнда. Что сказать можем уже? Не такого, конечно, ожидали, но даже не знаю, что сказать. Вся надежда на то, что Что-то- кто сейчас придет. Мне кажется, сейчас будет сюрприз Как будто приятный. издевательство уже какое-то, Я надеюсь. что ли. Не знаю, над Ильей, и Илью жалко, и самим даете сидеть. Это вообще капец. Чего не понравилось, что ли, девчонки? Ну, сейчас чё? одну ждем. Смотри, как на подборы просто. Чего это церковью? Альфия, почему тебе не понравилось? Это женщина, огонь, Они действительно. родственницы сейчас В втроем? смысле, Альфия, между прочим, моя подруга, няң, Баштара.
Так, встречаем нашу последнюю невесту. Лейла, 31 год, альбинос, монахиня, модель. Бежала из Африки в Татарстан. Владеет черной магией, может предсказать понос. Колдунья ты моя! Напоследок тебе. Вы ее в подвале держали без света. Ты что, издеваешься? Между прочим, она сама такая. Вот. Лейла? Лейла? Ага. И меня не в погреб держали. Ага. Я альбиноска. Ты альбиноска? Альбиноска, да. Понимаешь, Илья, таких я- людей очень мало. А ты знаешь, что альбиносы приносят удачу. И за, как там, частями тела альбиносов, сейчас я не знаю, что, гонятся в Африке. В Африке. Илья меня вот представляете? Ты вы? думаешь, рядом с тобой, рядом с Лейлой? Да, вот я и поэтому и говорю. Я на самом деле родилась в Африке. В Африке? Да блин, давай без шуток, Лейла, давай честно. Без шуток. Нет, там гоняется за альбиносами, и мне когда исполнилось 18 лет, Ага, я сбежала в Москву. ага. Но там меня приняли за белую ведьму, потому что у меня способности. Ага. Какие способности? Видите глаз? Глаз? Да. Ага. Это мой третий глаз. На мои очень похожие глаза. Да, кстати, у вас глаза похожи очень сильно. Чем занимаетесь, Лейла? Я подалась в монахине. Монахиня? А зачем туда пришли-то сюда, на передачу? Монашка, не монашка, замуж-то хочется? Или вы хотите мужа-монаха? Нет. А что, муж монах бывает, что ли? Ну, мало ли. Может, у нее свои правила. Евнух получился. Сколько лет, Лейла? Мне 31. 31. А что так насторожился, я не поняла. Ну, блин, если так тебе не нравится. Если ты Гульфия тебе не понравилась. Я думал, лет 20. Ну, вот видишь, как хорошо сохранилось. Значит, на самом деле ведьма. Я еще модель. А, модель. Модель, монашка. Модель московская, получается. Теперь казанская. Казанская. А, уже казанская. Понимаете? Жила в Африке. Смотри, какой это фрукт. Это вообще неопознанный объект. Экзотический. Да, экзотический. Таких у тебя еще не было. Как, Илюшка, тебе... Ну, это мой мужчина. А. Сегодня полнолуние, и я думаю, не зря я попала сегодня сюда. Ага. Проделала такой большой путь, именно, чтобы Илья выбрал меня. Ага. А если не выберешь, у тебя будет понос. Понос. Ой, Я- все женщины его Лейла, это сегодня какая дата угрожали. рождения? Я вообще смогу на улицу выходить после вашей... Мне кажется, у него передачи? карма. Она нас сейчас заколдует, я боюсь. Да? Надо срочно стать Ну ты же... Ой, бляха-муха. Вот тут сорок меня в баше. Лейла любит себя. Лейла любит себя. Да. Лейла любит себя. Да, Лейла любит себя. Она Сразу не любит скажешь. Нет, она любит себя. Она... Лейла, как у тебя с родителями? Смотри, как они ржут. Отношения хорошие с родителями? А кто родители по национальности, Лейла? Татары. Африканские татары. Удача, я же говорю, она удачу приносит. Удача. Продолжение рода показывает. Так что Эта женщина будет идеально. приносить тебе Так удачу. монахини же нельзя им рожать детей. им Зачем? Нельзя спать даже. Позаботишься о ней, расцветет как Да. розочка. А вот альбиносом родились, вы сразу приняли себя? Вы думали, что вы какая-то другая? Вот. Жених? Жених мне не понравился. Но шуточки, конечно, не очень. Вот. Но это исправить можно как-то. Но я думаю, все-таки он выберет меня. А ты ему отправила действительно понос, если он тебя не выберет? Да, на самом деле. Ротавирус начнется у него. С нами поприкалывались и все. Нет, а с этой-то ничего, что не так? Все не так. Ты же хотел с азиатскими, с черненькими, а теперь альбиносы будут у тебя. Да. Две-то должны были быть нормальные там. Да хоть пускай будет деревенская девочка. Да, Пускай. просто без приколов. Тут же как бы видно, что этот Да. чисто этот как... Ну, хотя бы повстречаться, чтобы можно было какое-то время. Хорошо, что хотя бы из Африки, а не из Таиланда, как говорится. Это большой плюс. Да, Дамир. Это хорошо, Везде Дамир. надо плюсы искать. Везде надо искать плюсы, Дамир, согласен. Чего я не понимаю? Слепой, что ли? Нормальные. Чего не Говорю, нормальные? что одна там с глазами большими, а другая слепая, третья... Не слепая же она была, просто у нее образ был Да такой. нет, просто думали, что все равно посерьезнее будет как. Ну да, мы же не виноваты, что Нет, там мы у него сразу какие-то думали- специфические вкус Нет, какой-то. посерьезнее Ему надо надо, наверное, губастые,
такие, я не знаю, высокие, грудастые, там, я не знаю. Грудастая была первая у тебя. А, первая у него была грудастая? Вторая, которая меркантильная. Меркантильная ты кого обозвал? Аделину, что ли, я не поняла, бля? Сейчас по башке настучу, прикинь, а вторая, говорит, меркантильная. Ты говоришь, что Аделина меркантильная? Смотри, как себя любит, да. И мама тоже, Ляйсан, прямо как любит своего этого сына. Говорит, что невеста наша не очень. А я считаю, нормально. Вот это вот Гульфия из деревни приехала, хорошенькая она девчонка. И Альфия, между прочим, в самом соку, 35 лет, имеет свой бизнес. И ребенка. Ну, а что такого-то я не поняла? Смотрите, как ребенка. Вот 3 как... мужа похоронила. Она не хоронила 3 мужа. Ты... Я перепутаю. Еще что-то хоть шушухается тут. Ну что, может, поедем? Момент истины. Сейчас мы узнаем, кого же выберет Илюшка Ильяс. Кого выбираешь? Я никого не выбираю. Почему? Здесь- Девчонки ждут уже, там, одна в другой комнате, другая в третьей Да нет, комнате, это в гримерке. это все просто цирк. На самом деле, я даже не понимаю, вот элементарно, за что я заплатил деньги, когда устраивают какую-то вот эту, ну, непонятный просто балаган. Какой-то, не знаю, деревенский клуб. Ну, то есть я больше... Ну, да, опять, деревенский клуб, Так это я, потому что смотрите, мой формат. На самом деле, Нам же уже, на самом деле нужна жена, мать детей. Нам же все серьезно. А что не устраивают девчонки-то, мать детей? Вот Это они же все прикол матери просто. детей. Это же просто стендап какой-то. Это, Это- как в КВН мы здесь на Нет, сцене. ты знал, прикол. ты прекрасно, Илья знал. Прикол, что это- у вас- это чисто у вайн. вас у самой вот есть же Это- дочка. Мы выбираем ей мужа, и мы приводим тут- вот клоунов, один Да, лучше да, да. другого. Смотрите, КВН. Зачем вы обижаете наших девочек? Да, клоунов Это обожали. шоу Нет, какой-то Илья. распиаренный, на подожди, сейчас я говорю. Куча говна всякого накинули сверху. Где? В каком месте? Девчонки танцевали, вон одна стриптиз танцевала. В будущем постарайтесь получше делать. Ой, блин, Тут кого висит, ты цвета не учишь, было. ёпарасоты? Не надо было, вот не надо было. То Аделина не нравится, то Розалина не нравится. Итак, доктор, наш первый выпуск «Давай пожениться» и тейк закончился! Никакой-то не горько, доктор. На самом деле, мы тут переругались, пересрались, Илья остался недовольным, доктор, потому что ни одна из невест, ни одна из невест ему не понравилась. Его маме, его друзьям тоже не понравились. Девчонки, он вас обозвал клоунами, между прочим. Сейчас мы его там... Да, все, расходитесь, давайте галатать. Кринж. Я ожидал, я, может быть, как-то догадывался, но не догадывался, что это... Я же даже не видел клуб, типа, глобально. Я-то все равно в голове представлял, что это будет что-то, короче, более адекватное. А я тут сидел, бился башкой об кабель вообще какой-то, просто на протяжении 3 часов. А потом еще и детские травмы мои какие-то, вот эти вот стриптиз. Да, мы с Ильей вот немножко у нас конфликт. Недопонимание. Да, недопонимание, конфликт произошел. Невеста ему не понравилась. Откуда мы знали, что ему там нужна какая-то... Мы же не знаем, на самом деле, какая ему невеста нужна. Поэтому у нас Илья остается также холостым. Ара, доктор, Назир апайдың клубта даже швейный машинкаға тұра. Неме тегіп, Назир апай? Бітей бір тіге Мына неме тегіп қойған. Көрдіңіз бе, нендей моторлар. национальный күлдәкләр да тіге башкирский әлі, марийский да тік-тік. Баласы істей тұрған станок бар, доктор, ана қарағыда әлі. Әйе. Вот, достар, прикиньте, балақты іштейдер бұнда. Қарағыда, мына схеманы қарайдар да, и балақты іштейдер. Әйе. Достар, мына Лейла келіп жеткен Қазандан, чтобы поучаствовать в моем проекте «Давай пожениться и тейк». Тебе на самом деле, честно, понравился Илья? Да, было очень весело. Да? Нет, а Илья сам понравился? А, Илья? Ага. Да, Да? понравился. Ага. Ты же не монашка, действительно, чем занимаешься? Нет, я не А чем монашка. занимаешься? А то я поверила, между прочим. Я работаю. Ага, где? В организации нельзя говорить, Да? потому что я подписывала. Понятно. Ага. Так, на самом деле, Ты блог не, ведешь? не из Африки. Ага, ну поняла, что не из Африки. Да. Она замужем, что ли? Ты Я замужем? замужем. А что ты пришла-то, блин? Я вообще ты, Рина, я тебе сказала, холостых выбирай, ёпарасоте. Я когда смотрю твои ролики, завидно, обидно, стыдно. Потому что я смотрю его ролики, да, я говорю, блин, вот какой талантливый человек, да, придумывает такие прикольные ролики. Охота смотреть и смотреть, да. А я, в основном же, я слизываю, и мне так стыдно становится, блин, думаю, бляха-муха. Мне, знаешь, Я говно думаю про себя, когда смотрю, вот, наверное, кажется, я про себя думаю, блин, я бездарь какой-то. У меня есть такое же ощущение, когда я смотрю ролики твои. Не, я вот, наверное, так не сделаю, ну, не могу себе вот. Да? А иногда хочется, знаешь, ну тоже вот пойти и вот прям сделать. Мне вот это вот, мне не хватает как раз-таки вот этой смелости, наверное, больше. А что тут этот Курамагана? Я қарағым, онда как пройти? А? Единственный туем, дурте отырқайым, дуртеуде мына біреу мына тұрып қалды. Тері, прикиньте, вроде как прижился достар. Но смотрите, я еген әйбәт отырған ағас, мынау зеленый болып.
Был похудел, не прижился, пожелтел. Видите, как пожелтел. А остаток кайват, блин, крупномеры. Че я сюда пришла-то? Альберт себе рыбу жарит, как всегда. Понимаю. И щука. Окунь, щука? Хочешь конфетку? Кітәне ефесі қал балықтың, evet. Конфетку хочешь? С подвохом, наверное, что-нибудь, как всегда, блин. Че это? Конфетка. Эй, блин, твои тупыцкие приколы, Альберт. И при чем тут не могу гани конфетками отдам, она? А? В кармане конфетки зажили. Ужас. Мне надо обтраивать даже не деревня, блядь. Именно прикол дорога, блядь. Мне надо вообще тупыцкие этим шутить, такой яхану, блядь. Меня иногда Альберт Вайна присылает. Вот, посмотри, что у тишерт имеет. Он да вообще долго от магазина. У нас юмор вообще отличается друг. Ошо балықтың еті достар. Хотя ароматный, хотя темный вот, сырая такая. Ну, покажи его стакан, но что-то меня тяну не очень. А так вкусно пахнет, такие звуки издает прям. Тоже мой юмор не воспринимает. Понимаю, нормально, вара. Эй, имени Вайндар, тоже тупойский ты. Ой, ты меня. Енді МС баштың шапканы киіп алған тұғын. Білмеймін, енді это... Осы шапканы ерісі МС баш қалдырып кеткен қай қаралығында. Киіп атасың. Ничего киіп атам алет. Ненде шапка тапқашыны келген де сыққан. Вот настоящий мужик қарап тұрмай. Главное, шапка. Не шатик бішмек әлі. Я 5 минутта өтмені опять. Бір яғына 5 минут өтті. Қолы сұрой ашайын. Шынан хенен қорықтар боласың. Біз кәлі мұнан қара нетек. Қайда. Он просто корочкой только покрылся ведь инде. Нет, вот же. Вообще. Там. Бал кадр кауынға ставлю было тоже. Мен все люблю горячим. Все люблю. Туңға не берем, атмайым. Эй, умеешь ли наслаждаться? Котик. Это мой толстый котик. Ол еще достар Альберт ашағанда это какие-то звуки ушла издаешь. Урлашып ашаған бесе юмақ. Почему такие звуки издаешь, Альберт? Все, я пошла домой. Иди. Аша балығын. Үйден генә бешеріп ашайды. Нет, чтоб бізге біренімен бешеріп аша тұр. Мұнда уже террасалы сейске келе, үстелдерді сығарға келе, бала астыша келе, ашында рахаттанып тұрып. Сейсеп, ой, Алла, күндарила та уже все. Будем на террасе чаи гонять. Очень вкусная рыба. Всем советую кушать. Меня Альберта постоянно угощает рыбой. Именно до этого рыбу не ела, а сейчас постоянно. Мне очень нравится. Вот что едим? Это щука и Окунь. окунь. Очень вкусно. Біз бүгін кейте пара сурды перевод что тұрмыз. Я после последнего рилса сразу. Короче, достар, біз бүгін өткарабыз прямой эфир с самим Анваром Нургалиевым. Представляете, у нас прямой эфир да, будет Анвар Нургалиев. Анвар Нургалиев-то я не видела 2 года. 2 года назад мы с ним снимали рубрику «Один день со звездой». Кстати, достар, кто не успел посмотреть эту рубрику с Анваром Нургалиевым, у меня в актуальных есть. Заходите и наслаждайтесь, там вообще очень прикольный выпуск был. Прикольный он еще тем был, то что там я была как раз после блефаропластики. Какая я ходила, снимала. После 4 дня как прошло после блефаропластики, я сразу поехала снимать Анвара Нургалиева. Мне кудар кукайвейне. И когда Анвар Нургалиев меня увидел, он офигел, он думал, что меня кто-то избил. Представляете? И вся его команда тоже так думали. Пришлось всем объяснять. Вот, смотрите, это блефаропластика, потому что блефаропластика уже кудар шиша. Сейчас я вам, достар, покажу Нафисаның сумкасын 5000-дік. Мына өдіне 5000-ге сумка алған. Меня, короче, премия бергеннен. Ол шо премияны на сумку потратила. 5000 премия берген, 5000-ге сумка алған. Мен даже өдіне 5000-ге сумка алмайын, достар. Все, давайте побежали быстрее. Готовиться к прямому эфиру, достар, надо. Самое больше я не люблю прямые эфиры, достар. Прямые эфиры, что-то я вот боюсь, у меня какие-то страхи. Я не знаю почему. Всякие телеграммы видео баштайм. Это, кстати, керек магазин видео баштайм. За это я люблю прямые эфиры. Да? Много обратной связи получаем, что не скучно проходит. Да? Потому что обычно, вот, если других программ
скучно, противно. Кто тебе сказал, что другие так проводят скучно? Если ты не Михалган блогердар. Наиль сказал, что проводите эфиры скучно, нудно. Привет! Чего ж ты Мен весь ишиттем. Что там, Я не знаю, что, короче, достар, мен келеменген өте. Силгина даже азамат халықта қарашмай. Наиль шыбырдашалар про меня. По бизнесу, По бизнесу. Был опять мне футболкаларды, костюмдарды нетіп Да, берет. кстати, вон там, смотрите, сколько мы сейчас сами А что такой короткий? Сейчас примерять будем. После стирки сел, что ли? Да, штапель сел, короче, вот сейчас его кое-что будем делать там. Офигеть, он короткий стал. Декутировка будет. Да, нет, Бляха-муха, мне уже Туфтар уже сомневаться начала с этими костюмами. У меня уже постоянно депрессия, сомнения вообще бесконечные. Я устала, уже не могу, у меня нервный срыв скоро будет. Вот это вот не село уже. А это что такое? Это лен. Лен, да? Лен не сел. Вот это потрогайте. Блин, тут вообще, ну, шундай, тут бумага ведь, да? Не, это чисто образец. Потрогайте. Как вам ткань вот эта? Ну, нравится, он хороший. Приятная ткань. Да, приятная. Вот она будет такой молочного красивого цвета, короче. В смысле, вот такой цвет будет, Не, что ли? молочный. А, молочный. Мен даже хүттісімен бұқтысын айырмайын, доктор. У меня все один тест, блин. И шуның менен еще мен костюмдар тегем, доктор. Представляете мы? Ой, блин, эксперт из меня, Да, кажется. вот это будет небесно-голубой цвет, Ага. он очень красивый. Розовый, как вы любите. Ага. Желтый тренд этого лета. Ага. Еще один цвет, я уже сам забыл, да, короче, вот уже на пошив отправили. Меня Азамат Кыргызстанға барғанда, и давай меня костюмдарды. Милауша апай, вот этот, какой цвет выбираете? Этот, типа меня, эй, евара. Менің башым қаңғырды. Понимаете, мы с этими костюмами уже полгода носимся зимой. Яңылдан как начали носиться. Менің до такой степени башым қаңғырды. Это еще бунда өзімнің блог, еще әлденеме проблема, еще какой-то мой хейтер появился, и башы, я тебя найду, Алмаз Юсупов. И представляете, шуның мынан инан башы, бунда еще я тут. Ай, өзің материалдарым. Уже Азамат, прости меня, там, бери меня там на свой вкус. Все, меня там, отшивай на свой вкус. Вот, и я решил на свой вкус. Вот это на мой вкус. Да, вот это красивый цвет, да. Здесь материал синтетика, что? Нет, синтетику давайте, егитар не надо. Егитар синтетика не должно быть дута. Вот, поэтому только натурально, это мы отшили, чтобы просто посмотреть, как он себя поведет, посмотреть для сравнения. Ладно. В общем, синтетики Ой, вот это вообще прикольненький, да? Да. Хайдар десек, это хар Азамат меня все ушел от ни слуху, ни духу. Хайдар прямой эфир Руткараля вообще меня отмай. В основном Хайдар Наиль со мной работает. Почему, думаете? Потому что он меня сплавил на Ильга. Потому что минимально на самом деле работать очень тяжело, доктор. У меня характер дурной. И поэтому Тильгина меня отпинался. Я умею подстраиваться. Вы в Таиланд, да, едете? Да, я в Таиланд. Касан? Я в Таиланд 13 апреля. С 13 не, с 13 по какое? Блин, я не помню. Например, надо посмотреть. посмотреть. 9 дней. Ага, А что, вы хотите со мной? Не, я хочу с 13 плюс 9 дней выключить свой телефон, чтобы вы мне не звонили. А чё? Я уже боюсь. Были прецеденты, ты ему шел. Берді Турцияна отдыхать етіп, расслабляться етіп, бұларды звонтып, әрдегейнім, әдіркіна подшафы болып. Бұлар шуны на всю жизнь запомнили, хәдір түштәрі сырып түшкәнсі шуны идеясы. Я боюсь вас просто, Шокур. Я уже в это время выключусь, короче, чтобы просто... А я сейчас я же все уже на операцию улетаю. А, вам же после этого нельзя будет, да? Да, мне полгода пить нельзя, так что успокойтесь, на полгода можете расслабиться. На полгода можете расслабиться. Альберт Агай, это можно, наверное? Он будет звонить, так что... Он не такой человек, ты что? Ой, вы такой красавчик такой, в модной курточке, такой цвет красивый, да? А это кто? Это не с вами? Со мной, меня выклярывать. Кто это? Это ваша дочка, что ли? Или кто? Или вы новую жену взяли, что ли? Ирина Пахафуйтыгын, но бунда какой-то Анвараға бір яш қызынан и бір яш баламан келіп енді. Яш баламан, бәләкей. Бәләкей баламан келіп енді. Күстен әсхерге қарағыт. Бунда, короче, тәмді сейдер. Білесің енді, мен бет бош келді, мен сен әсі білемін. Мына, короче, имбирь и лимон. Ол Альберттің пасиксына мұны. Ае, Альберттің вашинық тәмді Анвараға. Имбирь, только это хорошо. не дарите, удығы дашал, хатырлық тәмді был. Я же помните, один день со звездой түсіргенде лимон, имбирьмен постоянно юрейді был. Даже Анварағайдың, представляете, чемоданында огромный имбирь ятайны. Представляете, зур имбирь. Я думаю, какой-то странный әлемекей ята. Потому что на самом деле әлемекейге ұқсаған. Көрген алып келді мәні сен көресің. Анвараға сейчас будет прическа делать. Мен әлі біз әлі ауылданға келдік жеміс білет. Көрдеген мен есік Анвараға кәләшін юріті. Емешім тіпкіні. Емеш деп. Представляете, мы достат.
А вот я тоже хочу быть Емеш, между прочим. Альберт, сені кім дейді ажасы? Бір кімде билеуші, неше? Қызықтап көрсе бастаған халата. А сен бірінші өше вашын А да, я пристаю. И он, знаете, Вот что меня романтика. говорит? Знаете, что меня говорит? Рахаттанып диванда ятайным кино қаратты. Вот так, представляете? Мәшғатлап бересің дейді, да? Вот такие вот А, дела. тізді. Вот, Анвар ағай. Міне примерно Тебе уже болды. прическу сделал. Короче, ара, башына үйіп тұрмаймыз, иә ма? А что, еще Юра говорит, да? Юрға да керек, конечно. Ну, обычно его. Не, нормально. Нормально? Ага. Всё, Очень да. красиво. Все, раз, готова прическа. А мне что сделать? Бұл, короче, пляжда еруата. Мен фитнеста. Анвар ағай только мотор киінген. Вот Анвар ағай вообще қартаймайды, да? Кто скажет, еш жігіттер тамақ. Ашки киген сайын ешіра тем. Правда, вообще еш көрмеген Анвар ағай. Я так Честно? мне что говорит, Анвара, я думаю, этот, хочу поничать, типа, одного младшего, это что? Ага, да ладно. Ты ж меня совсем не бітіріп таштама. Не младше, но от того возраста. Итак, Дуфтар, начинаем наш огненный онлайн-практикум со звездой Анваром Нургалиевым. Сегодня будет очень горячо. Да. Анвар Абына все знают, да, то есть представлять надо, не надо, заслуженный артист Республики Татарстан, народный Башкортостана, еще какие-то. А Я что, все не помню, да. Россияны билмәділер? Россия пока югали, кетіп тұр дейлер. Да? А бирәләр ме? 60 ешке. 60 А, Короче, всё, отлично, скоро знаем. даже Россия нам была заслуженной. Алла рифса. Алла рифса, доктор. Вот знаете, сколько меня проводила рубрики «Один день со звездой», это Анвар ағайдың никакой интрига, скандал без тапмана. Мы же сначала, когда проводим рубрику «Один день со звездой», мы начинаем рыть, копать, информацию собирать. Обследовать. Да! И прикиньте, Анвар ағайдың вообще бірінде де интрига, скандал без тапмана. Не смогли нарыть, понимаете? Хороший парень. Да, хороший парень. Так что Анвар ағай. Тогда тура утром. Репутация чиста. Будем проводить розыгрыши. Анвар Абы обещал 5, да, по-моему, билетов. Да. Конечно. На свой концерт 5 билетов сказал, разыграем 5 сегодня. билетов Анвар ағай подарит в конце прямого эфира. Мин же тоже запела, представляете? Да, Мисина к Да, микрофону. Мин живую, между прочим, Да. поет. Вот живую. Так что... Розовый микрофон. Лина, падчерица моя, ну, Альберттің тәуір қатынның қызы. Она, это, подушка же у нее есть. С фотографией Анвара Нургалиева. И он анда в сексуальных трусах Анвар ағай. И почему-то меня сразу представляет, что Анвар ағай в сексуальных трусах. И во весь рост у подушка. Я же у вас живу тоже, получается. Да, и Аделина шу подушкамен жоқтай. Ол, короче, прям аяғын хала хізге, қолын хала, и ушыл айтып тұрып, хізімен жоқлай ол. И вообще сегодня хотела Аделина прийти, но у нее сегодня это, парикмахер. И она говорит, вчера мне звонит и говорит, Миша, Пайка, что, правда, как Анвар Нургалиев придет? Она прямо на говорит, ол ешқы. Я знаю, я же вижу сенің сторисларды. Да, 23 яш. И я тогда еще удивилась. А она же, яш қырқай, больно-то на родном языке не разговаривает еще. Менің малайға егірім кстати. Ага, и вот мен шында аптырамын, фанат Анвара Нургалиева. Мен шында аптырамын, мен там, сен там Анвар ағайды тыңдаймын ғой. Ой, да, я же его вообще люблю. Элвин Крейдің продюсеры, между прочим, рубрика, когда я делала «Один день со звездой». Да. И он, короче, он рассказал, что когда в Татарстан заходит артист из Башкортостана, петь, короче, аудиторию завоевывать, он первым делом должен прийти к Салавату Фатхетдинову на поклон. Ну, это фантастика. Он так сказал. Это было правда. Болгандер, ну, может быть, кому-то надо, но в целом там выбирает народ. Значит, получается, вы не ездили в Салават Фатхетдинов, когда заезжали в Татарстан, и не говорили, я хочу вот Татарстан. Я когда мне в Татарстан приганда, мен Салзакич Белян даже близко знаком не был. Элвин Грей, когда заходили на эстраду татарскую, многие... Скептически. Да. К Радику относились скептически, потому что не верили. Ну, вот, Радик Дин большой звезда жерладом, да. Он же пел, я же, не надо вообще маленьким помню еще. Когда мог студии, в цокольном этаже подвале студии была. Он мне даже песню написал тогда. Өмірлер білгіні, қадірін білгіні, вақытлар әрімге ұзмасын. Өтіп ешіп қал, изгелік іштеп қал, вақытлар әрімге ұзмасын. Это его песня. Такие красивые песни. Конечно, он вообще Радик, он сам себе талант. Но мало кто верил, что он может сделать такой переворот в эстраде. Салзакич сделал в начале 90-х переворот на эстраде, потому что филармония Ларимерльде, и все, и нужно было это место запомнить. Это Салзакич, Валерабы. Да, вот это 2 человека, которые сделали перевод. А потом, спустя пару десятков лет, появился Радик. Он вообще полностью переделал эстраду. И многие пошли по его стопам. Тут надо, любят его или не любят, надо отдать должное, что он со своим талантом, Радик Юльякшин, сделал
Первый это Сал Закич, скажем, Айдар Галимов. А второй это человек, это Радик. Что-то я вот сейчас смотрю, это все знаменитые артисты пошли это что-то, Семь начали обновлять своих жен. Есть катандар начали брать. Вообще, как вы относитесь к тому, что вот, допустим, сиди на бороду без в ребро тиган? Білесің нәрсеге, менің әнкейдің яратқан сөзі бар емес әнкейдің. Аптыраған үрдәк күті білән күлге шумғандай. Он что это означает? Башы білән шумған, күті білән шумған күлге. Суға. Бұлар яш бисе алған, олар күттермен суға. Яш бишеден түгіл, мен сен айырылу, не то, это хайп, это все хайп. А, вы думаете, это хайп, что Вот ли? смотри, меньше, вот я как думаю. Үйлену это чисто интимное. Айрылу, үйлену это интимные отношения. Это отношения двух человек. Не мира всего. Даже сен артист болсаң да. Ол махаббат менен сен Аллах Тағала кауыштырган. Білмеймін, кім ойыштырған білмеймін, Аллах Тағала мұш айтқан сен ойыштырған. Элек, міне скажем, Сал Закишлар вақтында, и даже менің яштәлі ол даже. Анда только сен өзің талантың білән, тауышың білән кішіне желәп келесің. Признание народу мог добиваться. Вообще, настоящий жыршы должен добиваться признания только через свой профессионализм, через голос. А хазыр или Сейчас через хайп, короче. Мынандай хайп білән. Мынандай хайп получается. Менә даже менә иштәм, менә яшьләр, ну, кызлар арасында не булса. Мен әйтәм, сез не белән, күкрәк, ирен, не белән, әйтәм, нитмәгез, или кем беренче, кем икенче. Мен әйтәм, жырыгыз, тавышыгыз белән сез лучше друг другу соревнуйтесь. Вот будет конкуренция. Да, действительно. Белдеңме, серьезная темага кіріп кетті, Да, серьезная тема, действительно. Яш қыздар названивают. Потому что вот в тот раз, когда мы брали интервью у Айдара Галимова, ол айтты, даже, говорит, женщин түнгі икілі өсті, говорит, звонит тәләді, әтті, әйе, осырашайық деп предлагать тәләді. Ну, элегрек ондайлар болғандыр, қандайлар бексерек. Может, язғаларға, может, бірәрсе анда. Что пишете? Что-нибудь какой-нибудь запоминающий. Как дела? Привет, привет. И все, ма. Ну, это бірінші звонок, там шулай башлилар. А потом еще говорят, не хотите встретить? А мен не отвечаешь, им с маленькой набираем, и все. Кстати, доктор, хочу сказать, вот на самом деле Анвар Агай сам ведет свои соцсети. Шулай, кстати. Да, я сама своими глазами видела, когда у нас была рубрика, да, рубрика «Один день со звездой», он да, Микурден. Анвар Агай, значит, сам отвечает, сидит, короче, отвечать до утра. Инстаграмда, мен тогда офигела, мен там, Анвар Агай, что, мен там сами что ли ведете? Уйди ты шире, уйди хала, уйди монтаж шлей. Прикиньте, вот шунда мен аптрана. И тогда мен Анвар Агай, мен там, как вы успеваете все? Мен там, СММщик алыр характер. Именно ики луты до сих пор СММщик алмаган, доктор. Я вам предлагаю вообще снять рубрику «Один день со звездой» уже дубль 2. Я согласен, меня, кстати, интересно. Без он вообще залетел, ведь там до Да, залетел же, вообще, Анда Кишелер просто офигели. Очень крутой выпуск был, доктор, еще раз повторяюсь, актуальный дебат. И вот на этот раз я хочу уже Анвар Агай снять, уже чтобы он показал немножко свою семью. Потому что многие показали семью, а Анвар Агай почему-то свою семью не хочет показывать. Кстати, вы почему не хотите показывать? Я считаю, что это слишком интимное. Да? Да. Вас приглашают там на какой-нибудь бизнес-леди, на туанку, Да. поздравить, да? Да. Сколько стоит вообще вот такое вот ваше поздравление? Ну, примерно. Ну, от 0 до 600. И воспользовались советом Элвин Грейден, продюсером у нас, когда изменили прическу, когда изменили, у вас же даже костюмы же изменились. Да. Да, даже костюмы, когда изменились, вы почувствовали, что что-то, что у вас зрителей стало больше, интереса стало больше? Сразу интерес, во-первых, мені Татарстанда бик білмейлер ел анда. И бүтін соптырады, ол менде яші еді. На самом деле, онда яші еді түгілейм. Менге онда 43 яш еді. Ну 43 яш, Иры, сын, это вообще самый сок, доктор. Если катын киши уже 45, баба ягод капать, ну все, уже меня катая остану, Анвар. А 43 это вообще самый сок. Yok, ол вақытта мен оны көрінейін. Олдағы прическа ну я так сказать, прическа, действительно, уже прилизанная прическа, и на Анвар Агай. Мен даже консультация шығайын да байтырып. Да? Ну вот это вам прическа вообще офигеть идет. А мне еще нравится Анвар Агайның джинсовка со стразами. С этими вот каким-то орнаментом. Да. И он такой выходил такой, и всегда уж Беркуловна танцует. А я вот, это фирменный знак, доктор, понимаете? И когда он так выходил, я думала, о, какой мужчина он это. Бергина прическа, это, может, кишни уйдет. Прическа фотография. Да. Оказывается, внешность очень нравится. Прическу поменял? Нет. Потому что встречают по одежке. Встречают по одежке. Вот по одежке, как встретите? Да. Как вам такой Вообще, цвет? да, очень свежий цвет, кстати. Свежий цвет. Современный, вот, это мой актуальный костюм, цвет. опять-таки. Но провожать будут по уму. Да? это в конце Ума вебинара нету, уже. поэтому мы Конце яркий скажете, кинем всегда. Секрет такого обворожительного голоса. Вопрос. Секрет голоса это от Всевышнего. Да, а кукей, сядет сырой кукей. Кукей его тоже тагна. У меня же жена тоже поет просто. И тоже я куда-то на один концерт ее вез, да, и она тоже такая взяла и сырое яйцо по пути пила. И мне так, когда ждать новую премьеру? Новую премьеру песни? Ну, наверное. Так, біздің әлі мына яңы площадкаларда шықты бір жері, селинар деген яңғына. Слушайте.
Алитон на подходе еще где-то 3 песни новых. И А еще, кто вам песни пишет, Анвар Агай? ну, В основном? Мухин yazar. Ага, Мухин. Гулья Валяхметова. Ay, bizimkilerden Rüstem Gizatulli'nin. Рустам Агай Гизатуллин вам песни пишет, да? Да, я его яшерime koytamlar neler yani. Stili benim şapladım. Райли Мыкбаев. Райли Вот Мыкбаев. основной bizden kıştan Зифа Панагаева. Bizim Başkıstan'da böyle Başkıstan. Это оттуда Ильдар Нукманов, Айдар Тимирбаевлар. Кышаклamaның Алия Ганиева. Дети поют, спрашивают меня. Чем занимаются дети? Дети нет, Казамби именно. Ну, Малай на Байлбейс, вот. Да, ну Да. Малай, Что кстати, делает? у него есть предпосылки петь, но он стесняется, не хочет. Стесняется? Да, onun barınıyız. Selahattin talantı var. Yaratmışa kuşaklama, sizden kurem, anlayın bellem, yüreğimini yorgalama, ta ta ta. Все, Анвар Агай спел вам вживую. Видали, какой шикарнейший голос?